Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами программа «Честный разговор». В ней мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем самые важные события региона. Честно и с разных позиций. С вами в студии Ирина Ефимова. В ближайший год в Якутии появится новый заповедник «Медвежьи острова». Его создадут в рамках национального проекта «Экология» на одноименном архипелаге в Восточно-Сибирском море. Проект позволит защитить популяцию белого медведя и будет финансироваться из федерального бюджета. Вопросы сохранения природного и биологического разнообразия в России актуальны как никогда. Соответствующие поправки предложено внести в Конституцию, а значит, тема экологии находится в центре внимания правительства и главы государства. Проблемы окружающей среды и экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем. И не случайно, что в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию, об этом коллеги тоже сегодня говорили, причем неоднократно к этому возвращались, было так много предложений усилить требования к сохранению природы, окружающей среды. Вместе с экспертами мы узнаем подробности о планируемом заповеднике, сравним его с похожими российскими и обсудим роль господдержки в таких масштабных проектах. Тема этого выпуска – «Медвежьи острова. Защитить хозяина Арктики». Заповедник будет создан на базе регионального заказника «Медвежьи острова», а также ресурсных резерватов Чайгурдина и Курдигина-Крестовая. Основная часть заповедника расположится на 4 островах архипелага к северу от устья Колымы. Ученые ежегодно регистрируют там новорожденных медвежат. Как федеральный статус поможет в сохранении белых медведей заповеднику на севере Якутии, спросим у наших экспертов. На связи со студией руководитель дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии Якутии Яков Сивцев и Михаил Стишов, главный координатор проекта по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы России. Здравствуйте. Добрый день. Яков Семенович, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, более подробно о проекте заповедника, почему так важно сделать эту территорию федеральной. Ну, добрый день. В странах с арктическими зонами вообще у нас в мире существует стратегия, конвенция по сохранению белого медведя. У нас в Якутии существует чукотско-аляскинская популяция белых медведей. По названию видно то, что они начинаются с Аляски, охватывают Чукотку и переходят к нам. И, естественно, в Якутии находятся родовые берлоги именно на Медвежьих островах. Это на 4 островах, которые мы ежегодно делаем мониторинг как раз вот популяции этих белых медведей. Ну и, естественно, медвежьим патрулем мы охватываем всю арктическую территорию Якутии. Но необходимо отметить то, что в регионе у нас приоритетом ставится охрана окружающей среды, одним из 5 направлений, которые обозначил наш глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Естественно, задача перед нами поставлена конкретная. А что такое повышение статуса? Мы эту задачу еще поставили перед собой достаточно давно. Фактически, тогда еще была принята концепция развития федеральных ООПТ. И туда вошли Ленские столбы, Новосибирские острова и Медвежьи острова, национальный парк Каталык и заказник Большое Токо. И еще туда добавился государственный природный заказник Локтево-Морской. В соответствии с законодательством мы считаем, все считают, то, что места обитания белых медведей, они должны иметь более высокий природоохранный статус. Почему? Потому что, тут объяснять не надо, они находятся под международной защитой, находятся в Красной книге Российской Федерации, в Красной книге региона, и, соответственно, они будут обладать более правовым статусом. Что это нам даст? Это даст, естественно, достаточную правовую, более высокую охрану на федеральном уровне, соответственно. И более конкретно целенаправленное финансирование из федерального бюджета. И необходимо отметить то, что арктические территории Республики Саха-Якутия – это место традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера. Соответственно, имеет очень большое, мы считаем то, что очень большое социальное, ну, как бы перспективы социально-экономического развития данных территорий. Вот поэтому вот этот правовой статус у нас уже есть. Мы идем последовательно. Уже у нас по национальному проекту «Экология» уже создан природный парк, национальный природный парк Ленские столбы, государственный природный заказник Новосибирские острова, создан уже национальный природный парк Кыталык, и уже проект постановления Медвежьи острова прошел согласование в федеральных органах исполнительной власти и находится уже на рассмотрении правительства Российской Федерации, что нас очень радует. Ну, кратко, вот так. Так. Яков Семенович, а каковы сроки реализации этого проекта? На какой он сейчас стадии находится и какие работы планируются? Ну, как я уже сказал, по концепции развития федеральных ОПТ, создание государственного природного заповедника Медвежьи острова планировалось на 2020 год. Соответственно, проектирование уже закончено. Прошло согласование, прошли общественные слушания, прошли согласования в региональных органах исполнительной власти, прошли согласования в федеральных органах исполнительной власти, и уже дело за выходом постановления правительства Российской Федерации. Спасибо, Яков Семенович. Фактически мы очень надеемся, что в этом году уже данное постановление выйдет и будет создан государственный природный заповедник Медвежьи острова. Спасибо. А как в целом стоят дела с популяцией белых медведей, которые обитают на территории Якутии? Михаил Сергеевич, что угрожает этому краснокнижному виду? Ну, в Якутии медведей, в общем-то, не то чтобы очень много, поскольку районы достаточно суровые, наверное, из российской Арктики наиболее, так сказать, суровые и малопродуктивные. Но, тем не менее, вот общую популяцию медведей принято делить на целый ряд субпопуляций. Вот в Якутии там, в общем, оказываются две. Одна, которую Яков Семенович упоминал, Чукотско-Аляскинская, которая вот доходит до Медвежьих островов, и там такой очаг размножения, то есть регулярно там берлоги обнаруживаются в достаточно большом количестве. И Лаптево-Морская. Ну вот Лаптево-Морская популяция, которая, так сказать, живет в акватории моря Лаптевых, она совсем плохо изучена. Предполагается, что там несколько сотен животных, в общем, обитает, но никаких, так сказать, особо систематичных учетов там никогда не проводилось. В общем, это все еще предстоит выяснить. Ну, а угрожает, как и, в общем, по всей Арктике, это то, что сейчас в связи с изменениями некоторыми климата вот со льдом такая история творится, что сильно увеличился период открытого моря, когда льда нету, по крайней мере, вблизи от побережья, весь он очень далеко. А медведь – организм такой, что приспособлен он в основном к добыче корма на льду. То есть питается он в основном тюленями и добывает их на льду. Не в воде там гоняется, а вот, значит, ловит со льда. Поэтому он оказался в такой вот, значит, тяжелой для себя ситуации. Все больше медведей в результате скапливается на берегу, когда, так сказать, льда поблизости нет, ищут там что поесть. Это приводит к увеличению частоты встреч с человеком, который тоже как-то к берегу тянется. Ну, соответственно, растет число потенциальных и реальных конфликтов. Ну, вот такой вот, значит, заворот происходит. Такие вот основные проблемы с ним. А на ваш взгляд, насколько поможет в защите вида изменение статуса Медвежьих островов на федеральный? Ну, тут видите, в основном в чем фокус, помимо того, что опять-таки Яков Семенович сказал, Медвежьи острова – это, в общем, в Якутии пока самая крупная из известных концентраций родовых берлог. И если говорить о Чукотско-Аляскинской популяции, это, наверное, вторая, так сказать, после острова Врангеля. То есть мы тут еще с 80-х годов периодически, значит, смотрим, стараемся ежегодно смотреть, что там происходит. Всегда там даже за один визит несколько берлог в нужное время обнаруживается. Ну, а это значит, что их там
весьма приличное количество. Но когда медведи с уже малость подросшими медвежатами из берлог выходят, они первое время, естественно, проводят где-то поблизости, уходят во льды, естественно, не сразу куда-то там за 1000 километров, а поблизости держатся. А это вот период очень чувствительный, когда медвежата еще, так сказать, небольшие, все-таки зависят от их матери. И тут надо создать им какое-то, так сказать, условие для относительного спокойствия, чтобы ни люди к ним не лезли и так далее. То есть помимо самих островов, помимо суши, необходим и какой-то охранный режим на морской акватории, который в период их выхода еще подо льдом и так далее. Вот. Но у нас вот так жизнь устроена, что морская акватория, она, так сказать, находится под юрисдикцией федеральных органов власти. Да, это уровень такой. И, значит, региональные ОПТ регионального значения, в частности, вот республиканские и якутские, они по закону просто не могут включать в себя какие-то участки акватории, кроме там узенькой полосы, по-моему, в пару сотен метров. Вот. Поэтому, чтобы обеспечить включение в эти охраняемые территории достаточно больших акваторий, собственно, и необходимо придавать им именно федеральный статус. Собственно говоря, вот именно из-за этого был организован и федеральный заказник Новосибирские острова. Сколько Новосибирские острова, они были охраняемой территорией республиканского уровня, но сейчас вот когда преобразованный федеральный заказник, там в их составе оказалась еще и это сейчас крупнейшая морская охраняемая территория в России, то есть достаточно много моря, и медведям там, в общем-то, спокойно. Ну вот, как-то так. Спасибо большое. Теперь у меня вопрос к обоим экспертам. Многие национальные парки вполне успешно сочетают защиту животных с туризмом. Вот возможно ли развитие туризма на Медвежьих островах? Яков Семенович, давайте с вас начнем. Но я начну издалека. Вот, например, у нас национальный парк Ленские столбы. Мы сейчас уже видим о том, что придать региональному парку более высокий статус, сделать его федеральным, это было совершенно правильное решение. Природный парк сейчас переживает фактически второе рождение. Сейчас у него уже намного стала лучше инфраструктура развиваться, материально-техническая база, ну и, соответственно, увеличились возможности парка по привлечению туристов и созданию вообще туристической базы. Это для нас очень радует. По государственным природным заповедникам. В начале 2000-х годов, когда было совещание в ТИКСе, Владимир Владимирович тогда заповедники ему обратились, и заповедникам было разрешено тоже заниматься уже туризмом. Фактически до этого заповедники это высший правовой статус, закрытые научные учреждения, фактически с изъятой территории из хозяйственного оборота. И у нас очень достаточно есть хороший пример. Вот Михаил сказал о том, что это остров Врангеля, например, да? Остров Врангеля, там достаточно очень большой интерес со стороны туристов по наблюдению за белыми медведями, за собаками, за флорой и фауной, вообще арктической флорой и фауной. По Медвежьим островам тут немножко сложнее, потому что инфраструктуры пока нету. И мы считаем, что создание государственного природного заповедника даст большой толчок развитию инфраструктуры, и в будущем, хотелось бы верить о том, что туризм там... понимаете, это сезонное явление, достаточно сложно, потому что родовых, верлогов, медведь там находится в основном в конце марта и в апреле месяце. Но мы очень рассчитываем, потому что у нас есть национальный парк Каталык, которому сейчас очень достаточно большое внимание со стороны научной общественности, со стороны туристов-орнитологов к стерху, то есть тоже по охране и по наблюдению за стерхами. И мы очень верим в то, что там разовьется такой специфичный вид. Это будет, конечно, какой он будет, морской будет, наземный будет. Сейчас предполагать трудно, но, по крайней мере, проектированием это мы отразили. И это даст большой толчок
я еще раз говорю о том, что все-таки арктические территории, они достаточно сложные в своем развитии. И я вот как северный человек считаю то, что это даст новые рабочие места и даст какой-то толчок развитию, социально-экономическому развитию данных территорий. Просто. Спасибо, Яков Семенович. Михаил Сергеевич, а вы как считаете, что вот по поводу туризма на Медвежьих островах? Возможно это? Ну, во-первых, возможно все. Во-первых, я должен сказать, что это все-таки не национальный парк, а заповедник. То есть, как бы, туризм там вполне может быть, но как бы не обязательно. Как бы это не основная задача, так сказать, данного учреждения будет. Вот. Ну и потом он все-таки, так сказать, достаточно далековат, изолирован. И, конечно, туда могут, так сказать, по желанию, так сказать, люди приезжать, когда будут какие-то условия. Но я не думаю, что там будет какой-то поток, потому что большой, во всяком случае, значительный. Вы же понимаете, в плане посмотреть, так сказать, на белого медведя, есть остров Врангеля, куда, в общем, с тем же успехом, и он как бы себя уже зарекомендовал, то есть с этой стороны. А для орнитологов может быть привлекательна материковая часть, где там можно и розовую чайку, и белого гуся увидеть, иногда, может быть, и стерха даже, там, в общем, какие-то возможности есть. Но мы, грубо говоря, своими руками создали уже конкурента в виде парка «Каталык», где все это, опять-таки, с большей надежностью можно увидеть. Вот. Но я не думаю, что по этому поводу стоит переживать, поскольку есть у нас места, где все это можно посмотреть и развивать экологический туризм, скажем, в том же национальном парке Каталык, где, так сказать, прекрасное место с редкими видами, вот тем же стерхом. А здесь может быть, так сказать, территория, где несколько поспокойнее, и тут, так сказать, медведи и прочая живность как-то в большем спокойствии могут, так сказать, пребывать. Хотя, конечно, не исключено. Но опять повторю, то есть на какой-то массовый туризм тут рассчитывать не приходится. Остров Врангель еще в значительной степени выплывает за счет посещения круизными судами, но тут тоже слишком далеко и слишком сложно сюда. Такие вот перспективы. Михаил Сергеевич, Яков Семенович, спасибо. Действительно, федеральный статус открывает массу возможностей для развития заповедника. Давайте рассмотрим опыт других регионов. В России уже существует несколько арктических заповедников. Это большой арктический заповедник на Таймыре, остров Врангеля, национальный парк «Русская Арктика» на земле Франца Иосифа и северной части Новой Земли. Этот список можно продолжать. Чтобы узнать о них немного больше, мы спросим заместителя директора национального парка «Русская Арктика» Ивана Мизина. Иван Андреевич, в прошлом году национальному парку исполнилось 10 лет. Расскажите, с какими целями он создавался и на каких задачах сфокусирована работа коллектива сегодня? Здравствуйте. Действительно, в прошлом году у нас был юбилей. И он продолжается и сейчас, потому что в 2010 году было выпущено распоряжение правительства Российской Федерации непосредственно в создании уже учреждения Национальный парк «Русская Арктика». И за 10 лет мы прошли большой путь в строгом соответствии с теми задачами, на которые были перед нами поставлены. Это сохранение природного, историко-культурного и ландшафтного разнообразия и богатства на западной части Российской Арктики. Ну и, безусловно, это, как и любой национальный парк, содействие развитию экологического туризма. И у нас теперь, через 10 лет, есть и несколько стационаров круглогодичных и сезонных на территории национального парка. И у нас есть уже определенные туристические маршруты, экологические тропы. И у нас очень сильно развита работа по восстановлению и реконструкции тех объектов историко-культурного наследия, которые у нас на нашей территории есть. И мы получили очень большое количество новых материалов вместе с нашими коллегами из Академии наук о современном состоянии и динамике изменения биологического видового разнообразия, то есть животных, зверей, птиц, а также растительного мира в соответствии с наблюдаемыми нами климатическими изменениями. А можете, пожалуйста, объяснить мне и нашим зрителям, в чем сходство и различие между Национальным парком «Русская Арктика» и вот тем заповедником, который у нас сейчас планируется создать на Медвежьих островах? Вы знаете, по большому счету, в современных реалиях разница будет не очень большая. Однако хотел бы
подчеркнуть и дополнить выступление предыдущих наших докладчиков сегодняшних, моих коллег, о том, что национальный парк – это все-таки организация, которая призвана развивать и упорядочивать туризм посетителей, организовывать на данной территории, чтобы помогать им знакомиться с теми объектами и местами Арктики, ну или других любых мест, которые интересны посетителям. А заповедник все-таки это организация, которая больше должна быть сосредоточена на изучении каких-то уникальных объектов при соблюдении условий достаточно строгой охраны, чтобы никакие посторонние факторы, в том числе и массовое посещение людьми, а туризм это является, если мы посмотрим любые наши руководящие современные и экспертные документы, один из главных факторов беспокойства, особенно арктическим экосистемам. То есть для Медвежьих островов больше, конечно, фокус это на науке и на охране. Мгм. Иван Андреевич, вы подняли интересную тему соотношения двух функций заповедников и национальных парков. То есть, с одной стороны, это защита природы, а с другой стороны, это посещение людьми интересных мест. Но защита природы, она, конечно, важнее. Почему бы тогда вообще не оградить заповедные зоны от посещения людьми? Ну, так, собственно, у нас было и всегда, и фактически, так сказать, это де юре это остается и в настоящее время. Однако реалии нашей жизни, они и нас подталкивают для того, чтобы и заповедная система, она, если не менялась в корне, потому что в корне она поменяться не может, и функции ее пропадут, но следовали в русле развития общества, в том числе каких-то моментов, связанных с развитием экономики, ну и вообще в ментальности человека. И в современном мире, конечно, туризм, экологический туризм – это вот такая очень важная и развивающаяся отрасль в нашей деятельности. Поэтому особо охраняемые природные территории, имеющие у себя совершенно уникальные жемчужины и природного, и исторического наследия, они привлекают людей. И вот тут, конечно, нужно играть на каком-то балансе, все время балансировать на этой грани, сохранить, изучить и представить людям. Вот в этих реалиях мы, получается, и живем. Мгм. А что вы можете сказать о состоянии современных заповедников в целом в России? То есть насколько успешна их работа и чего им не хватает, чтобы, может быть, их работа могла стать более эффективной? Ну, работаем, конечно, никуда. У нас уже больше 100 лет история, как известно, нашей заповедной системы российской насчитывает. И у нас основная эта проблема, конечно, это экономическая проблема, и она связана, с одной стороны, опять-таки, с развитием современного общества, то есть вообще с развитием ситуации в России. А с другой стороны, это такая общемировая тенденция во взаимоотношении особо охраняемых природных территорий и местного населения, которое живет на ней или вблизи границ этой ООПТ, и, опять-таки, неких экономических структур, добывающих компаний, которые где-то здесь неподалеку разрабатывают какие-то месторождения. На самой территории ОПТ могут находиться какие-то уникальные запасы природных ресурсов, и всегда есть, так сказать, соблазн получить их оттуда. Вот взаимодействие общества в целом и задачи сохранения заповедников или национальных парков как территорий нетронутых, как территорий неких эталонных, выполняющих очень большие экосистемные функции и влияющие на состояние окружающей среды вокруг, в целом регионе вокруг себя. Вот эта проблема, она часто либо сложно неразрешима, либо длится многими годами, десятилетиями, может быть, даже и столетиями. Вот это самые главные проблемы. А когда еще не хватает немножко финансирования, то эти проблемы часто обостряются. И тут и кадровый вопрос возникает, и вообще, так сказать, вопрос о возможности дальнейшего функционирования в надлежащем виде той или иной ООПТ. И вот хотел бы еще пару слов сказать о Медвежьих островах, о планируемом заповеднике. Вообще это очень уникальное место. Его подчеркивали с точки зрения наличия здесь некого очага концентрации родовых медвежьих берлог для восточно-сибирской вот этой зоны, для Якутии. Это очень уникально. Но там еще и получается у нас очень интересное историко-культурное наследие. И вообще место для заповедника с точки зрения вот развития науки и при условиях сохранения, чтобы потом, через несколько лет, выйти на какой-то небольшой плановый показ этих мест людям, это очень замечательно. Я очень рад, что там будет создан заповедник.
Спасибо большое, Иван Андреевич. Надеемся, что арктические заповедники нашей страны будут получать всю необходимую им поддержку. Я тоже на это надеюсь. На федеральном уровне в России сохранению природы и биоразнообразия уделяется все больше внимания. Свидетельство тому появление природоохранных поправок в Конституцию. Отдельным важным шагом стало появление национального проекта «Экология», который в 2018 году наряду с другими учредил президент нашей страны Владимир Путин. Сегодня нацпроект «Экология» включает в себя массу мероприятий. Это и развитие систем экологического мониторинга, и государственного надзора, и расширение волонтерских программ, международное сотрудничество. Каких результатов удалось достичь в рамках проекта за прошедшее время, спросим нашего следующего эксперта. Председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», заместитель председателя общественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашида Исмаилова. Здравствуйте. Приветствую всех, приветствую коллеги. Рашид Айденович, какие основные результаты реализации нацпроекта на сегодня в контексте нашего обсуждения? Нацпроект «Экология», как и многие другие нацпроекты, идет со своими сложностями. У нас есть федеральные проекты в составе нацпроекта, которые очень сложные, просто в силу того, что сама тема, сама проблематика сложная. Мы столкнулись с реформой, мусорной реформой так называемой, которая касается каждого из нас. Это глобальные задачи, амбициозные задачи с очень критичными сроками, с амбициозными целевыми показателями. Но вместе с тем есть и проекты, которые достаточно динамично развиваются и эффективно. Например, «Чистая страна». Это проект по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Здесь есть успехи, много миллиардов федеральных средств тратится на ликвидацию этих объектов в Челябинской области, Нижегородская область. Сейчас в Иркутской области объект уже попал в этот список. Ну, то есть динамика есть, и есть, еще раз подчеркну, свои сложности, но они объективные. Это и сейчас период пандемии тоже повлиял на реализацию экологических программ. Но я бы отметил одним из успешных федеральных проектов в составе нацпроекта «Экология» – это сохранение биоразнообразия. Но, что очень важно, в этом проекте есть еще направление, оно связано с развитием экологического туризма. И здесь развитие ОПТ, развитие экологического туризма очень сильно синхронизированы. Поэтому, когда мы говорим о развитии территорий, мы, конечно же, подразумеваем, что территории должны развиваться для того, чтобы туда был интерес и у людей. Что касается нацпроекта, пожалуй, основные моменты. И в рамках, кстати, этого федерального проекта по сохранению биоразнообразия у нас уже многие территории созданы за эти 2 года. Это как Каталык сегодня коллеги называли. У нас в Челябинской области, в Амурской области, в Республике Дагестан, Коми созданы федерального уровня природоохранные территории. Коллеги? То есть это заповедники, которые подобны тем, как на Медвежьих островах, да, какие-то успешные? Так точно, да. Уже действующие, да, уже с федеральным уровнем контроля и, соответственно, финансирования. А на ваш взгляд, возможно ли создание арктических заповедников без поддержки государства, без участия государства? Это будет сложно сделать. Когда мы говорим о дотациях, когда мы говорим о поддержке государства, конечно, мы подразумеваем бюджетное финансирование. Но ведь у нас есть формы поддержки территорий со стороны инвесторов, со стороны спонсоров. Если мы говорим про инвестиционную составляющую, потенциал, то здесь, конечно, нужны условия. Сегодня коллеги тоже об этом уже говорили. Условия для развития инфраструктуры, для создания благоприятных условий для того, чтобы люди приезжали. У нас сейчас, кстати, очень повышается спрос на внутренний туризм. Это общеизвестная уже ситуация, тренд определенный есть. И люди готовы приезжать в такие уникальные территории, но нужно обеспечить инфраструктуру. Это и транспортная составляющая, это и проживание,
это и экологические тропы, это и безопасность. Но, конечно же, это требует финансирования. Так вот, инвестор, он должен понимать, что он должен получить в итоге свою прибыль, свой доход. Это естественно. Вместе с тем мы должны понимать, что суть, идеология, наверное, если хотите, философия природоохранных территорий заключается в том, что там повышенный режим природоохранный. И вот с точки зрения строительства инфраструктуры, строительства капитальных объектов, здесь у нас дискуссия идет в сообществе в экологическом. И здесь очень важно найти такой баланс интересов. С 25 июня по 1 июля в России будет идти голосование за поправки в Конституцию. И ряд из этих поправок имеет такое прямое экологическое звучание. Вот как вы считаете, что будет означать принятие этих поправок, какие перемены за этим последуют? Вы очень хорошо сформулировали сейчас прямое вот по поводу звучания. Важный момент, действительно. Кстати, и сохранение биоразнообразия теперь у нас четко тоже прописано. Отдельной строкой, да. Да, отдельной строкой, совершенно верно, прописано будет при принятии поправок в 114 статье. Она звучит совершенно по-новому. Это новое трактование наших с вами прав. Это новое трактование института ответственности правительства, если хотите. Потому что теперь за правительством прямо закреплено не просто декларативно наши права отфиксированы, а прямо закреплена ответственность за экологическое благополучие наших территорий, природы, экологическую безопасность, разумеется, и обеспечение сохранения биоразнообразия. Поэтому мы сейчас понимаем, что новые базовые принципы, которые в основном в законе будут отражены, они, конечно же, должны позитивно сказаться на развитии всего законодательства природоохранного. И вместе с этим мы понимаем, какое внимание теперь повышается уровень внимания к нашей тематике природоохраны. Это все на пользу. Плюс там есть еще моменты, которые тоже отражены. Это и вопросы экологического образования. Это теперь обязанность на правительстве обеспечить эту систему, эти условия для экологического образования, воспитания, о чем мы очень долго просили и главу государства, и правительства. Вот теперь это все отражено будет, я надеюсь, в Конституции, что, конечно же, придаст нашей деятельности и вообще природоохранной деятельности и законодательству новый взгляд, такое новое качество, наверное. Спасибо, Рашид Айденович. Я напомню, что с нами на связи был председатель Российского экологического общества, заместитель председателя Общественно-делового совета национального проекта «Экология» Рашид Исмаилов. Человек очень сильно влияет на природу, но часто забывает, насколько она хрупка. Особенно хрупка природа Арктики, зависящая от климатических изменений. Такие заповедники, как Медвежьи острова или Русская Арктика, помогают не только сохранить виды животных, но и привить обществу ответственную экологическую культуру. С вами была программа «Честный разговор» и я ее ведущая Ирина Ефимова. Берегите друг друга и будьте здоровы. До свидания.